Друзья, каждый из нас хотя бы раз в жизни слышал такое выражение «за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь». Смысл этого выражения сводится к тому, что если ты берешься за несколько дел одновременно, то ты не преуспеешь ни в одном из них. Так ли это на самом деле? Сегодня мы будем развенчивать этот миф, и у меня в гостях сегодня директор консалтингового агентства КПЛ Зарина Бабаева. Зарина, привет. Привет. Я прав? Отчасти. Потому что на самом деле люди придумали, все-таки нашли способы, каким образом успевать за несколькими зайцами, в том числе и успевать все в жизни. Я помню, смотрела один фильм, он интересный, кстати, название не помню, у меня плохая память на имена, на названия фильмов, но работающую женщину спросили: в чем секрет того, что вы все успеваете? Она ответила, что секрет в том, что я нигде не успеваю. Но на самом деле в условиях корпоративного управления, в бизнесе, это давно известная дисциплина, это проектное управление. И вот проектным менеджментом я занимаюсь с 2012 года. В скольких проектах ты сейчас задействована? На данный момент, если их называть бизнес-проектами, то это большой Go Viral, это моя консалтинговая компания КПЛ, и мы строим еще и учебные центры «Наука-Сити». Это франшиза российская? Да. Чем занимаетесь в этом центре? Будете заниматься? Значит, мы создаем все условия для того, чтобы учитель и ребенок получал все то, что необходимо для учебного процесса. Чтобы учитель не беспокоился о том, что у него не хватает, не знаю, учитель биологии и без микроскопа, или учитель химии и без возможности показать химические опыты детям. И дети, в свою очередь, не должны заботиться о том, что с собой взять, принести, а просто должны восхищаться тем, как выглядит лапка пчелы под микроскопом. Когда планируете начать? Мы запустили техническое открытие, было у нас в июне. Я почему называю это техническим, потому что мы запустили сам концепт. С сентября мы объявляем уже, сегодня-завтра выйдет объявление о наборе уже детей. Мы набрали учителей, потому что отбор был принципиально, знаешь, хотелось... Перед открытием этого учебного центра я изучила инновационный индекс, это был часть моей диссертации магистерской. И как-то вышла, посмотрела, что Сингапур прям шел, знаешь, семимильными шагами в инновационном развитии. Хотелось понять, в чем причина. И это именно сфера образования. Они ее провели целую революцию, прокачали. По сути, они несколько взяли вот этот 360 градусов, что ребенок должен развивать правое, левое полушарие, он должен быть физически сильным, знать, что такое спорт, и должен быть еще и ментально сильным. Это где-то религия, где-то просто психически так здоровым справляться со своими проблемами и сложностями. И вот именно этот концепт мы вложили в Наука-Сити. Вот. Набор начался с сентября. Дай бог, мы уже откроем первый центр. Друзья, в эру цифровых технологий нам очень важно иметь высокоскоростной интернет для развития своего бизнеса и рекламного в частности. И с таким интернетом вам поможет компания Истера. Ну что ж, я думаю, если родители захотят узнать, где находится этот центр, мы ссылочку оставим в описании, так что обязательно переходите и отдавайте своих детей, потому что это очень здорово. Чем занимается твое консалтинговое агентство? Чем оно занимается? Там на самом деле на сайте я изложила все эти области, в которых я эксперт, в которых я не просто там прошла какие-то курсы, а именно работая в области телекома. Я почти 15 лет, прям после окончания университета. И вот до последнего времени я работала в компании Суманком, Тисел. И по сути все то, чем мы занимались там, я поняла, когда вышла из этой компании, вышла на рынок, посмотрела и поняла, что есть вещи, которыми я могу делиться. Делиться с предпринимателями, которые достигли какого-то потолка, показать, как их масштабировать бизнес. Могу научить компании, каким образом работать вообще с талантами, работать с людьми, управлять персоналом. Что еще? Стратегическое управление. Я возглавляла последние почти 5 лет отдел управления стратегическими проектами. То есть мы в Тиселе вырабатывали в моем отделе совместно с менеджментом
70 человек почти было управленцев в TESEL на тот момент. Мы формировали стратегию, мы формировали для вас, для рынка те услуги, которые нужны. Мы изучали целевую аудиторию нашу. Знаешь, сейчас-то, конечно, это все знакомо очень, но в 2011-2012 годах многие вещи были просто реально инновационными. И я по-прежнему наблюдаю предпринимателей, которым, может быть, не так повезло с учителями, как нам в TESEL. Да, нам преподавали педагоги, ну, скажем, тренера, консалтинговые агентства в то время с Америки, с Швеции, с Англии. У нас шведская компания вложила очень много знаний. И для меня сейчас миссия делиться этими знаниями так, чтобы бизнес в Таджикистане рос, помогать, ну, поднимать в какой-то мере ВВП тоже. Можешь привести пару успешных кейсов, кому вы помогли? Могу похвастаться и, надеюсь, ребята не обидятся. Это хот-догер Мус. В прошлом году они доверились мне, у нас было во время пандемии, это было, по-моему, это был май, июнь, июль. Ребята столкнулись с какими-то сложностями. Знаешь, именно тогда сложность, когда предприниматель видит, что он может зарабатывать больше, но что-то происходит и что-то мешает. Чаще всего это либо инструментов нет нужных, отчеты, аналитика, либо не готов персонал, да, либо руководство еще не с теми навыками для того, чтобы управлять уже, передавать и делегировать. И вот примерно такая же ситуация была у ребят, и мы провели конкурентный анализ, прям такой детальный. Они впервые, наверное, поняли, где, в какой точке была их, какая целевая аудитория. Для меня это успешный кейс, потому что во время вот этой вот нашей прокачки они запустили и решились открыть в Мазе, бывшая Маза, Искандар. Хорошо, что Искандара сейчас нет, да? Но на тот момент они решились, взяли, и сейчас вот просто, знаешь, вот масштабируется. Стратегический менеджмент, он в этом и задача, чтобы показать вероятность, возможность и рассчитать, а что необходимо для того, чтобы вот зарабатывать в 10, 15, 20 раз больше. С хот-догером, я так понимаю, то же самое. Масштабирование произошло благодаря тебе, отчасти. Скажем, нет, я консалтинг какого типа? Я скорее такой ментор или то место, где я просто преобразовываю мышление людей, которые ко мне приходят с проблемами. Моя задача не сколько сделать за них работу, а, во-первых, показать и внушить людям, что они могут это сделать. И все это на языке цифр. Я говорю, Excel может выдержать все. Все, что мы делали, мы прям открывали и спрашивала я, сколько ты хотел бы зарабатывать денег? Потому что люди работают, и вот когда предприниматель, ты в рутине смотришь только очень на свои цифры, и это только месяц к месяцу, и никто не осмеливается смотреть хотя бы на 2 года вперед. Или, например, знаешь, вот прошлая зима, октябрь, ноябрь, декабрь, я посвятила свое время стратегическому планированию в компании Z-Mobile. Там работают мои бывшие коллеги, это Ориф Хашимов, Манучер Халимов. И как-то они меня позвали и сказали, Зарин, давай попробуем вот все то, что мы там делали в TESEL, попробуем вот здесь. И мы попробовали, знаешь, с командой маркетинга, с командой продаж, мы попробовали провести именно вот аналитику вот такого верхнеуровневого, стратегию. То есть ребята, если думали о цифрах, планировали цифрах, не имею права называть эту цифру, да, то после нашего стратегического планирования мы прописали планы и прописали картину. Сейчас скажу, во сколько раз больше. На 30% больше. И сейчас они зарабатывают даже чуть больше. На 30%? Да. Чем они мыслили. То есть я хочу показать, что моя задача не сделать за них работу. Моя задача показать им, как научить, как делать эту работу в будущем. Причем это все еще каким образом? То есть привыкли, что консультант придет, сам за тебя напишет, а мы потом уже будем думать, нет, моя задача, чтобы люди научились. Через полгода опять снова вернулись, мы посмотрели, а что, куда дальше двигаться, еще поработали недельку-две.
встретились там через полгода. Вот такой формат консалтинга я пытаюсь применять в своей компании. Что касается успешных кейсов касательно хот-догера и Муз, ты как-то мониторишь то, что происходит у них вот после того, как вы поработали вместе? Знаешь, в 27 лет я возглавляла департамент обслуживания. Мне подчинялось 200 человек в Тиселе, это колл-центр, сотня. Центры обслуживания 36 по всему Южному Таджикистану, да. Отдел качества, и я ненароком автоматически сканирую сервис. Автоматически ненароком. Потому что, знаешь, когда мы закладывали стандарт, например, некоторые вещи мы именно внедряли в наше время. Например, обращаться по имени во время звонка. Или улыбаться. То есть мы вешали зеркала еще в 2005 году. Перед оператором было зеркало так, чтобы девушка всегда чувствовала себя красивой, ухоженной, улыбалась, и это всегда было слышно. Мы внедряли стандарты даже от звона. Сейчас это все повсеместно используют, это считается каким-то естественным вещью. Но с хот-догером Мусом это так. То есть я такой у них незримый, наверное, quality контроль, знаешь, такой специалист по качеству на фрилансе, причем потому что я делаю это искренне. Многим компаниям, кстати, которые ко мне обращаются, анализ я делаю абсолютно бесплатно. То есть я даже говорю компаниям, что вот этот анализ вы можете потом дальше использовать любыми другими консультантами. Вот этот гэп называют анализ. Точно так же я считаю, что наша задача вот таких консалтингов — это способствовать тому, чтобы бизнес рос. Потому что основа экономики это средние и малые предприниматели. Ну, например, с Нафисой Имраном мы не просто друзья, мы еще и начинали именно какие-то, знаешь, просто советы. Обкатываем кейсы, возможности, и это делаю так от чистого сердца, как волонтер. Волонтерская моя работа, да, волонтерская работа. Ну, это здорово, что тебе это нравится. Фармацевтика. Каким образом ты вообще с ней связана? Был момент, когда нужно было что-то менять в жизни. Это ноябрь-декабрь 2017 года. Знаешь, как вот в западном менеджменте говорят, что было одно время такое течение, что нужно менять работу или сферу деятельности каждые 2-3 года. Меня все время спрашивали, как можно было работать 15 лет в одной компании. Но мне повезло, что каждые 2-3 года у меня менялась эта сфера внутри компании. То есть я и в обслуживании работала, и в маркетинге работала, и за брендинг какое-то время отвечала. И потом, работая в проектном менеджменте, даже технические проекты были под моей координацией. Тут вдруг я вышла на рынок и стала просто думать, а куда дальше, что можно, где можно работать. И на тот момент у меня был такой выбор. Это Мегафон, это Билайн, он тогда назывался Билайн, Вион. И третья компания Эвалет, фармацевтическая компания. Это все, что на тот момент я могла знать про... Конечно, телеком мне был очень близок. Очень близок, и Мегафон, и Билайн. В Билайне на тот момент работал мой друг в качестве генерального директора Джабор, и с ним было тоже классно поработать. Эвалет я столкнулась с чем? Меня поразило, что таджикский менеджмент — это таджикские инвесторы. Отстроили 4-этажный учебный центр. Я почему-то все это время думала, что вот вкладывать в образование — это все время в нас Запад, что американцы, что шведы. А тут вдруг вот это меня поразило. И меня поразили ценности людей, которые, так же как и я, в нас это вложил когда-то основатель Сомонкома, Хамидов Мамаджон Хаджиевич. Это первый человек, я считаю его отцом телекома вообще в Таджикистане, GSM телекома. Он говорил именно о том, что нужно заботиться о нации, нужно заботиться о своей стране. Да? И вот 1500 людей, стартап, Сомонком был стартапом в 15 человек, и возрастил он его за 15 лет до 1500. И я столкнулась с такими же людьми, фармацевты, которые считают, что наша нация достойна иметь качественные лечебные, качественные... Доступ к качественным препаратам. Да. Были даже моменты, что они выстраивали таким образом, чтобы
выжать с рынка фальсификат, Получилось? которым занимаются. Да. То есть это реально так. У нас очень достойно ведут работу эти люди. Но на тот момент мне показалось, что у нас в холдинге, фарма-холдинге, мы страдали от правильного позиционирования. Знаешь, вот это именно те скиллы, в которые нас вкладывали шведы. Это уважать бренд, это эмоциональная связь с брендом, это как выстраивать взаимоотношения с аудиторией, с покупателями, все время ориентироваться на аудиторию. Я помню первый свой анализ, который показала, что нам нужно уже быть более современными в упаковках. И так было первое такое противоречие: вы ничего не понимаете, фармацевтики. Но мы это уже пережили. Мне нравятся люди, что мы эволюционируем. И я рада, что вокруг меня и среди наших партнеров, и внутри холдинга есть люди, которые все время думают об эволюции, об изменениях. И верят, что эволюционируя, прокачивая свои знания, навыки, мы можем развиваться дальше. Ну, это здорово, когда люди пытаются идти в ногу со временем и не застаиваются. Это здорово. Go Viral. Вообще, почему ты решила взяться за этот проект, тем более в не самое легкое время? Да, Go Viral. Что было? То есть у меня была волонтерская работа, был такой проект «Печа Куча». Я помню, что этот проект мы запустили с Кэти Прицхалавой. Она была на тот момент директором маркетинга коммуникации в Тиселе. Тоже одна из очень талантливейших людей в этой области, профессионал. Мы решили запустить «Печа Кучу», потому что поняли, что мы не знаем друг друга. То есть я обратилась в Мегафон, обратилась, помню, еще в Билайн, и сказала ребятам: давайте расскажем друг о друге, расскажем о дизайне, о маркетинге, расскажем свои собственные истории, причем на нейтральной площадке, где мы будем говорить не о конкуренции, а о том, что мы есть вообще и какие мы. И была цель тогда «Печа Куча», это международный формат. Они вытаскивали таких интровертных художников, дизайнеров, архитекторов. Они вытаскивали вот этих интровертных людей, которым не было площадки рассказать о себе. Помню, первым был у нас Фарух, он был тогда в Мегафоне дизайнером. И люди, аудитория, тогда было первые, по-моему, 70 человек, просто были вау. То есть это вау-эффект, каждый раз говорили: а что у нас такое есть, а что у нас такие есть люди, а у нас есть хобби, а у нас есть фотографы, а у нас есть люди, которые в свободное от работы время любят делать там дамасские мечи или ножи, это есть такое. И вот на тот момент вот «Печа Куча» собирала там раз в 3 месяца, мы собирались около 150-200 человек даже были моменты, потому что людям на тот момент не хватало этого, 17, 18, 19 год. И посольство США, они искали амбассадоров Go Viral, именно страновых, потому что проект инициирован в Казахстане, и огромная классная команда из ЕС работает оттуда. Вот мне предложили. Я сказала: окей, это все равно то, что я и делаю, для меня несложно проводить один ивент в месяц. Как меня учили в бизнесе, прежде чем ты выбираешь идеи, ты креативишь, брейнсторминг. Мне нужно было всего лишь 12 сделать воркшопов, я накидала 34 идеи, уже с именами, с темами, на выбор, то есть выбирайте. И знаешь, они посмотрели, сказали: сколько тебе необходимо дополнительного бюджета на то, чтобы вот это все провести? 7 миллионов долларов. Нет, ты знаешь, это на самом деле это очень маленький был бюджет, потому что я, как у нас в бизнесе учат, экономим. Экономим, посмотри, где ты можешь делать меньшими усилиями, но вау-эффект. Это было, я вообще всем советую, вот есть такой инструмент, называется $100 brainstorming, $100 budget. То есть у тебя есть только $100 на месяц, а ну-ка на креатив. Какая идея получит самый больший охват? Вот. Ну, в общем, получилось так, что мы начали делать уже поболее, и тут вдруг столкнулись с пандемией. И я перевела абсолютно, тогда бренд awareness, да, это познание бренда, и цифровые пространства вообще идеальны для этого, и пандемия, она в какой-то мере помогла. Потому что мы вместо воркшопов офлайн, то есть вживую, мы перевели все вот в диджитал, вот так вот.
Мы провели Stars In, такой запуск, опять же, о людях, которые в пандемию что-то делали. Я хотела именно, и продолжаю считать, что несмотря на сложности в жизни, которые являются частью нашей жизни, да, мы все равно должны находить возможности. И я находила этих людей, показывала остальным, что вот, смотрите, есть люди, которые нашли даже в тяжелое время возможности. Это, например, Магнит, да, или Кенгуру, TJ, или ребята из Бир, да, Бир, да, это вообще гениальные ребята, мне кажется. И даже Бир ты имеешь в виду? Волонтеры? Нет, Бир это тоже система доставок, она была желто-черная, да, с пчелкой. Да, Биор, да. Бир. А я как пиво, да, произнесла? Не-не, Биор. Пиво мне доставьте, пожалуйста. Да. Биор. Эти ребята просто на самом деле, они опустили руки. Это все. Получилось ли плохо, ли хорошо, ли сложности, не сложности, но они попробовали. Вот говорил об этом. Конкуренция не выдержала? Не выдержали? Ну, знаешь, когда запускаешь какую-то инновационную услугу, а доставка для нас инновационная, здесь очень важно терпение. Здесь необходимо учить. Я помню, как мы учили людей, в 2002 году учили отправлять СМС. Да, или учили людей настраивать интернет в телефонах. И это было сложно, болезненно и для нас, и для них. И вот мне кажется, со службами доставками в стране то же самое. Нам вот эту боль надо перетерпеть какую-то, да, понимать сложности бизнеса, а бизнес должен понимать сложности нас. Но все-таки Go Viral. Получится ли вернуться, может быть, в следующем году в формат офлайн, потому что я имею в виду в формате онлайн, да, это все здорово, люди могут себя презентовать, рассказать, заявить о себе, но нет вот этой вот обратной связи. Да. Планируется ли в следующем, может быть, году, надеемся? Мы планировали провести в прошлом году и в этом году, но для меня Go Viral это прежде всего, как ты говоришь, эмоции. Помнишь, это как это было классно, мы собрались на эти 2 дня, и это не сколько даже познания, а ты видишь и слышишь, что есть люди с таким же мировоззрением, как и ты. Это заряжает. Это заряжает, на самом деле, на год. Но онлайн формат абсолютно я уже не люблю Zoom-колл, Zoom-звонки, я не люблю эти конференции, потому что они убивают нашу эмпатию, они убивают абсолютно правильное считывание нашей вот этой вот информации. Это 5 органов чувств, какой там только видеть, и то через какие-то наши шоры. Поэтому мы все-таки принимали вот волевое решение отменять из года в год. Сейчас мы его перенесли на весну. Причем, но параллельно мы продолжаем эти наши Go Lab. Это такой, знаешь, концепт think tank, где эксперты помогают общественной организации. И мы продолжаем наши митапы небольшие, на 30-40 человек, встретиться и не терять вот эту нашу связь друг с другом. Я надеюсь, что все получится, потому что, правда, Go Viral — это очень крутой проект. Если вдруг вы не знаете, погуглите. У нас в 2019 году, кажется, был, да, последний, первый и последний, который прошел офлайн. Это было очень здорово. Зарина, я знаю, что ты очень серьезно изучаешь тему лидерства, самообразования, для тебя это очень важно. Чего ты хочешь этим добиться? Понятно, что ответ, я не знаю, саморазвитие, он на поверхности. Может, у тебя какие-то более амбициозные планы? Боже мой, я вчера только обсуждала это с инвесторами. Ну, не знаю, насколько я готова тебе сказать об этом. Ты готова, говори. Серьезно. Я хочу. Я планирую. Знаешь как, мне кажется, вот у меня есть такой список желаний. Я думаю, начинать необходимо с мечт, из желаний, а потом перевоплощать уже в надо, да, и в планы. Поэтому вот это расширение нашей деятельности КПЛ, я хочу, как минимум, я планирую уже, это уже обсчитано с точки зрения финансового плана, как минимум увеличить нашу сферу деятельности, как минимум увеличить наш штат до 50 человек. И так, чтобы помогать большему количеству людей и большему количеству компаний. Почему лидерство и почему это важная тема? Так или иначе рулят всем люди.
И самое основное в организациях — это люди. Это причем люди на всех уровнях, начиная с технических сотрудников, которые делают нашу жизнь в офисе благоприятной, чистой, удобной, комфортной, продолжая специалистами малого, среднего звена, менеджментом и топ-менеджментом, от которых вообще зависит от их настроения, от их физического состояния, от их романтических позывов. Мы иногда даже, знаешь, изучаем гормональные даже состояния топ руководства. От них зависит. То есть вы такая широкопрофильная организация? У меня да, получается так. Ну, как-то так сложилось. Я постоянно училась, я много очень читала. Было время, когда я проводила персональную оценку каждого сотрудника. Знаешь, очень нелегко, я эмпат, и после этого я очень сильно разряжаюсь. Но это 3-4 часа интервью с человеком, где я составляю о нем картину. Психологический портрет? О навыках. О навыках, что он может, что не может, где его сильные, в чем ему нужно прокачиваться, о чем он вообще мечтает, в чем он силен вообще, где его правильное место в компании и вообще в жизни. Потому что счастливый сотрудник — это как производительный сотрудник, в первую очередь. Happy, счастье, счастливый сотрудник, да, даже бывает такой happy индекс рассчитывает уже внутри компании. И я помню, что так как мне нужно было подготовить им еще рекомендации, я прочитала за месяц 14 книг, бизнес-книг. То есть, когда мне спрашивают: Зарина, откуда ты все это знаешь? Потому что я реально очень много читала и продолжаю, и верю в то, что необходимо развиваться постоянно. В этом, наверное, такая вот загвоздка и моя миссия. Загвоздка? Загвоздка, да, потому что на это тоже нужно время. На это тоже, скажем, либо ты учишься, либо ты общаешься с людьми. И я не могу назвать себя идеальным руководителем, потому что тоже есть понятие эмоционального контроля. Да? Это тоже все талант, это все время. В общем, вот так. Сложно быть руководителем. Ты сейчас употребил очень много эпитетов относительно компании, какая она должна быть, да, какие там должны быть моменты, то есть это и счастье, и прочее, прочее, прочее. По твоим убеждениям, какой должна быть структура успешной компании? Успешной компании, организация? Ну, скажем, компания, которая хочет стабильно расти. Да. Да? Такой стабильный, контролировать все, что происходит. Многие предприниматели, вот, да, начинающие, да, скажем, там, с оборотом в 500 000 самани хотя бы, предприниматели совершенно упускают из виду значимость HR. Это вот не отдела кадров, который там контрактики заполняет, а именно отдел, который отвечает за найм сотрудников, правильный найм, подбор персонала, за их эмоциональное состояние, за мотивацию, за распределение бонусов, вот такого. Вот об этом они забывают. В успешной компании это очень важно. Во-вторых, мало уделяют людям с навыками продаж. Почему-то я абсолютно уверена, что люди либо рождаются с талантом продавать, но научиться этому крайне сложно. Это талант, это тоже нужно набирать именно людей, которые умеют продать все, что угодно. Вот тогда у тебя твоя компания будет реально в топе. Маркетинг. Бизнес у нас в Таджикистане перестал верить в маркетинг и перестал верить в рекламу. Вот. На это тоже есть ряд причин, этот замкнутый круг. Но успешная компания та, которая на самом деле поддерживает связь со своим, она знает своего целевого клиента, целевую аудиторию, знает, кому она конкретно продает и держит с ним постоянную связь. Админ об этом обычно забывает. Ну и грамотное, скажем, делегирование среднему звену. Почему-то... Почему у нас этого не делают, как ты думаешь? Вообще теория и по факту, почему руководитель боится распределять, отдавать какие-то вещи, но самый главный страх — это потеря контроля.
Кто-то в больших корпорациях боится потерять чувство власти и управления, есть такой даже страх. Кто-то боится за свое кресло, банально, боится за кресло. Сейчас кому-то передам, а он вдруг когда-нибудь меня где-нибудь подсадит и все остальное. Хотя это просто страхи. И четвертое, самое болезненное, это микроменеджмент. Это тогда, когда руководитель говорит: лучше, чем я, никто не сделает. Вот я пробовал, так и говорят, вот я этому передавал, но он не справился, этому передавал, не справились, они сделали хуже, я сделаю быстрее и качественнее. Таблетку хочешь от этого? Как сразу, да? Но таблетка какая? Ты просто набираешь сразу 3 и с терпением выделяешь время, как минимум 3 месяца. Постепенно передаешь, исправляешь. Это как мама. Вот нам, мамам, женщинам, это понятно, когда мы учили детей, банально ложка есть кашу. Банально. Это, знаешь, ты просто раздаешь в руки ложки, каша на тебе, каша на нем, каша вокруг. Но из раза в раз ребенок, да, через уже 3 месяца, как минимум, даже ребенок уже через 3 месяца уже спокойно начинает владеть правильно этой ложкой. Также и при делегировании, если есть страх того, что люди не справятся. А страхи вот это эгоцентричные, их тоже важно и нужно прорабатывать. Итак, запоминайте, друзья, если захотите открыть свою компанию, залог успеха – это HR, это менеджмент, это маркетинг и реклама, ну и, конечно же, делегирование. Движемся дальше. Зарин, ты 15 лет проработала в сфере телекоммуникаций и поменяла очень много отделов. Где ты поняла, что ты вот здесь растешь как личность, как персона, как профессионал, а в каком-то отделе, может быть, наоборот, ты чахла? Ой, где чахла? Знаешь, есть такой аспект, наверное, лаки. Как переводится лаки? Счастливый. Удачи. Удачный. Вот именно удачи, что постоянно на меня скатывались какие-то проблемы и сложности. То есть я помню, знаешь, управляя 200 людьми, было принято решение, чтобы объединить. Было 2 таких же директора, как я. Одна на севере, Наргиз Назарова, другая на юге, я. И таких директоров было по всем направлениям. То есть в Сомонкоме одна была компания, здесь Индиго, Таджикистан другая. И у нас было очень много дубляжа именно в менеджменте. И было принято решение акционерами об объединении в единую компанию. Соответственно, был ряд позиций, где необходимо было сокращать. Я помню, что для меня это было крайне болезненно. Ты знаешь, я вложила в эти 3 года, я выстроила кучу времени. Я спала по 2-3 часа в сутки вот эти 2-3 года. Я работала даже ночью, днем, и это было настолько интенсивно, и я понимала, что вот в этих, вот всем том, что я выстроила здесь на юге, очень много меня, очень много моей души, моего времени. Это вот было как огромное мое какое-то детище настоящее. И вот представляешь, вот этот крах, да, сколько, 31 мне был год, когда мне сказали, ну, эту позицию отдали другому. Но мне повезло, что у нас был HR на тот момент очень мудрый человек, Аджай Матхур. Именно HR, а не отдел кадров? Нет, именно HR. Это Аджай Матхур, это HR, который разговаривал с каждым из нас. Это был именно процесс, и для него это была миссия, чтобы мы прошли этот процесс безболезненно. За 2 месяца мы провели полную реорганизацию. И что он мне сказал: Зарин, ты невероятно талантливая, невероятная. Я тебе дам один проект, крутой проект. Вот иди сейчас, возьми все свои выходные, отдохни, съезди на море с детьми, отдохни сколько тебе нужно. Приходи, и у меня будет для тебя шикарный проект. Кстати, этот проект до сих пор продолжает меня кормить. Что за проект? Это, знаешь, это градирование, гармонизация заработных плат в компании. То есть всегда существует такое ощущение, что а кто должен получать больше? Я или он? Вообще, где вот здесь? Почему он столько получает, а я столько-то получаю? Да? И бывает, что назначают зарплаты, не учитывая какие-то факторы, и начинается внутри компании уже вот такие вот, типа, не рассказывайте никому о своей заработной плате, в контракте это прописано. А вот этот Мерсер, это американская система, она в стране сейчас у нас используется в 3 компаниях: Coca-Cola,
посольство США и TESOL. 86 поинтов, куча исследований научных за всем этим. И ты выстраиваешь таким образом, что все получают достойно, насколько он работает, насколько он обучался, насколько он вообще способен, по его способностям. Каждому по уму и способностям. Вот такой вот график. И знаешь, я вот перешла и поняла, что вот в этом и есть не то чтобы спасение, что власть приходящая, приходящий даже успех. Это все настолько временные вещи, что важно сосредотачиваться именно на тех вещах, которые тебе реально интересуют. И для меня это были сложные проекты. Они не дали мне сломаться. И на данный момент то есть вот в 31 год я получила, говорю, прививку от власти. Я не гоняюсь за креслами, я не гоняюсь за властью, за влиянием, потому что получаю кайф совершенно от других вещей. И каждые 2-3 года именно так и случалось. На нас все время свалилось что-то новое. В 2012 году мне сказали, нам нужно project management в компании в подчинении генеральному. Что такое проектный менеджмент? Мы в жизни не знали вообще, мы не умеем, у нас нет в культуре планировать, знаешь? У нас в культуре утром встал, что карта выпала, как но НПОшники с тобой не согласятся. НПОшники начинают планировать с финансов. Идею, концепт, кому это нужно, зачем это нужно, что ты получишь. Вот эту вот разговорную часть, расписание концепта, идеи, мы ее пропускаем почти все. Вот. Да, сейчас мы НПОшников, кстати, учим начинать не с Excel-листа, где ты прописываешь расходы, а начинать со своей мечты. Каким ты видишь свой проект? Ну, это здорово. А что касается каких-то моментов, когда ты вот все-таки чахла на работе? Чахла на работе рутина. Меня она убивает. Меня убивают вещи, когда я все выстрою, и все начинается скучняк. Это называется, я передавала, поэтому проектный менеджмент мне идеален, потому что я вот на этой стадии разработки, концепт, внедрения некоторого, а потом отдавать людям, чтобы те просто вели. Это называется операционный, да, менеджмент. Чахла я помню в момент, когда в TESOL было принято решение о перепродаже. У нас началась, ну, уже место развития, начался процесс стагнации. Ну, вот мы работаем, как работаем, да, то есть пока в нас не вкладывают. Я помню, как генеральный директор Миндаугас, он говорил, мы должны сейчас превратиться в невесту перед выданием, в девушку перед выданием, да, и вот мы превращались в девушку перед выданием, мы показывали это отчет, но это для меня было скучно, потому что я люблю развитие, я люблю видеть прогресс. Вот. Так, движемся дальше. Классическая теория говорит нам о том, что если ты хочешь добиться успеха в чем-то, то тебе нужно изучить полностью материал по этой теме, тебе нужно бить, условно говоря, точечно, да, то есть вот прям углубиться в эту тему. Но у тебя совершенно разные проекты, которые абсолютно друг с другом, казалось бы, не связаны. Ты не боишься провалов? Я перфекционист, отличник, у меня комплекс отличницы, знаешь, я все время боялась подвести, наверное, своего отца, которого рано потеряла. Это очень много все сказывается. Я помню, что с нами проводили ассессмент американцы. Pedianit House была такая организация, они в топе HR. И со мной у меня зашкаленная была, значит, показатель зависимость от чужого мнения. У меня было очень высокое прям. И этот американец говорит, понимаешь, Зарина, что это губительно. Это очень страшно, зависеть от чужого мнения. Я говорю, ну да, ну вот такими вот нас создали. То есть это наша культура. Это у нас в менталитете, в конце концов. Это в крови у нас. Да? Я всем привожу пример. Вот мой дедушка азербайджанец, это моя Джана, ты самая умная, самая красивая. Все, ну-ка, замолчали, моя девочка сейчас будет, внучка моя будет рассказывать стихотворение. И самаркандский мой дедушка, да, там, где он со мной начал разговаривать, только когда мне стало 9 лет, потому что это иерархия строгая, это девочка-мальчик, это глава семьи, мужчина, это жесткая иерархия, да. И та и другая культура требовала от себя все равно
быть лучшей, да, и стремиться к этому. Я тогда американцу сказала, возможно, это и есть часть моего успеха. Как вы, говорю, думаете? То есть постоянно задумываясь о том, чтобы быть лучшей, я заработала этот красный диплом, я закончила экстерном школу, да, я за 2 месяца прошла алгебру 11 класса, чтобы познать теорию вероятности уже в университете. Или вот это стремление к перфекционизму, сделать лучше, качественнее, я таким образом выстраивала процессы и проекты в TESOL в том числе. У нас была такая Dream Team команда, где мы были единомышленниками, каждый стремился к этому, к перфекту, перфекту, перфекту. Углубляться, да, ты знаешь, у меня был проект, мне надо было вести интервью с ребятами, которые занимаются оптикой. Это был элитный, один из элитных Оптика отделов. имеется в виду оптоволокно? Оптоволокно, интернет. да, они были в топе, это реально были одни из самых образованных ребят, причем эта технология новейшая, это были люди, которые, знаешь, себя апгрейдят регулярно, это были топ of the топ. И мне нужно было понимать, проводить с ними ассессмент, насколько, где они относительно друг от друга. Есть понятие, зоны Френеля, знаешь, это вот именно чисто такая сугубо телекомовская тема, зоны Френеля. И я штудировала эти вопросы. Я продолжаю штудировать, потому что мы с нашим клиентом должны разговаривать на одном языке. Я как проектный менеджер не только перевожу это в Excel, я обязана отследить, что помочь пройти все риски. Поэтому предмет, я считаю, deep dive нужен, углубляться нужно. Это отличное углубление. Ты перфекционист, который все вот изначально планирует, учитывая, даже принимая во внимание общественное мнение. Но есть же какие-то другие факторы извне, которые могут помешать? О, их много. Например, тот же самый, знаешь, как мне очень тяжело выходить в Инстаграм и Фейсбук. То есть моя зависимость от чужого мнения, она мне со мной играет иногда злую шутку. А что скажут люди, какова будет реакция? А что еще может на мне повлиять? Вот эти нескончаемые отчеты о нашем ВВП, нескончаемые отчеты об инновационном индексе, что где Таджикистан, и ты смотришь, когда эти цифры, и понимаешь, что есть сложности, да? Они могут внушить жесткий пессимизм. Недаром у нас огромный отток людей из страны на фоне же ведь вот этих вот пессимистических вот этих вот внешних настроений факторов. Да? И, кстати, я очень благодарна Азии Плюс, что вы запустили отдельный телеграм. Это вот в телеграм-канал Азия Плюс Бизнес. Я, кстати, всем рекомендую подписаться. Потому что... Ссылочку мы тоже оставим в описании. Да, обязательно подпишитесь, потому что очень важно, знаешь, мы делали такой инструмент, бенчмаркинг назывался. Мы изучали наш рынок, а что в регионе происходит, а что вообще в мире происходит, чтобы понимать, а куда дальше двигаться. Вот это бенчмаркинг, чтобы не зашориваться только на своих проблемах, а смотреть, а что вокруг. Вот сейчас ваш канал, кстати, и позволяет, знаешь, так емко вы выбираете. Мне очень нравится, как ваша команда работает, выбираете топовые новости, это позволяет смотреть так вот. Что, как, где там. Что еще может помешать? Банальное неверие в себя. Знаешь, вот это может помешать. Нам мешает что еще? Образование. Именно подход к образованию, который воспитывает сейчас больше исполнителей, нежели людей с широким кругозором или с креативным мышлением, с таких, знаешь, свободных личностей. Да, у нас сейчас как-то мы более воспитываем таких зубрежка, быстрее исполни, там, я не знаю, подчинение. Как развиваться без вот этой свободной мысли? Можно сказать, что это мышление раба? Да, это рабское, да. Исполнитель — это чаще всего рабское мышление, да. Зарин, можешь рассказать о своем самом крупном провале? Дабы предостеречь людей, которые хотят быть похожими на тебя. Крупный провал. Самый большой крупный провал — это вот тогда, когда я столько положила на дело, что совершенно забыла о собственном позиционировании. Это когда была CR-директором, да. Ну, как провал? Вроде, то есть мы его можем классифицировать как провал. То есть ты была директором в 200 человек подчинения, потом перешла в HR и стала просто экспертом. Да, вот вроде как провал.
Да, то есть, Нет, но я имею в виду вот именно какая-то твоя непредусмотрительность привела к провалу. Я имею в виду не то, что решение было принято свыше где-то, да, там, то есть руководство компании, а вот именно ты приняла какое-то неправильное решение, которое тебе на тот момент казалось правильным, но это привело к какой-то неудаче. Я вот все время думаю, стоило ли мне, у меня был такой эксперимент, я прожила в Москве год и 8 месяцев. Причем это было настолько спонтанное решение, я так и говорю, что если в начале августа мне сказали, что в начале сентября ты будешь в Москве искать работу, я бы рассмеялась искренне в лицо. Это было крайне спонтанно, быстро, мощно, и я уехала в Москву, в никуда, по сути. Но мною движет мысль, что надо попробовать свои силы. Другие же могут, вообще мой постулат, если другие могут, значит и ты можешь. Вот. И вот нужно было ли мне остаться было там, либо нет. Я помню, что я была в черной депрессии последние 2 месяца в Москве, и я уже решила, что я вернусь назад. Это банальная тоска по дому? Там, мне кажется, было все вместе. Вот сейчас анализирую, я понимаю, что было бы здорово мне сменить, может быть, круг общения. Может быть, нужно было... в Москве. Да, в Москве. Важно было, наверное, поменять работу, не побояться, взять и просто уйти на другую работу, поискать что-то другое. Важно было объединиться. Это вообще, знаешь, это такая история с моим другом произошла, но... Это закон Мерфи. Значит, звонит мой друг Парвиз Абдулаев и говорит: Зарин, ты не хочешь поработать в моей компании? Я это восприняла как компанию, в которой он работал, в смысле туристическая компания. Я говорю, ну слушай, здесь в Москве же тяжело, там нужно было, это самообеспечение было, это реально, ты мог оказаться на улице. А у меня был такой момент однажды в Москве. Я говорю, ну сколько платить, какая там зарплата? Я говорю, вот сейчас зарабатываю, тогда на тот момент $700. Он говорит, ну нет, $700 здесь пока нет. Я говорю, ну значит я не смогу. И кладу, мы прощаемся, кладу трубку. Оказалось, что он имел в виду свое рекламное агентство. Он на тот момент открывал свое рекламное агентство, оно сейчас довольно-таки успешное. И получается, что в его глазах я как будто его... как предала, да, то есть он решился открыть и набирал себе единомышленников, своих людей, а я из-за банальных каких-то денег, получается, как будто отказала. Хотя для меня это было, что работать в другой типа туристической компании, которая он на тот момент. И называй это как хочешь, теория вероятности, судьба, закон Мерфи, но случилось так, что я вернулась, и до сих пор думаю, нужно было либо мне там остаться или тут. Сопоставляя, я не менее, то есть вот там, не знаю, карьерные какие-то знания я получила не меньше, чем работая бы в Москве, да, чем ребята, которые там работают. Но здесь же всегда вопрос о твоем призвании, а где твое место, это правильно ты занимаешься ли тем, что тебе нужно, как все вот это сложилось. Но, знаешь, суфии говорят, что нужно думать не о прошлом и не будущем, а нужно думать о текущем моменте и жить в текущем моменте. Вот в текущем моменте для меня, наверное, самый большой провал – это тогда, когда я не сдерживаю свои эмоции. Вот видишь, у меня даже браслет есть, он куплен не просто так. Там внутри написано keep calm. Видишь? Когда эмоции зашкаливают, ты его просто переворачиваешь. Стараюсь, да. И этому браслет, по-моему, 2 месяца всего лишь. Да, но я изучала даже теорию того, почему, что меня так сильно может вывести из себя, и это безответственность других людей. Вот на это я очень болезненно реагирую. Потому что сама была всегда тем человеком, которому вот дают, и ты полностью вкладываешься, люди не теряли в меня веру, скажем так, да, и ответственность, еще раз ответственность. Ты не должно подвести других людей, потому что они в тебя верят. А тут вдруг, когда ты получаешь обратное, безответственность других людей, с твоим детищем, с проектом, не знаю, с доверием клиента, и я вот здесь вот. Часто это получается, что эмоции преобладают? В моей жизни так было 4 раза.
Всего? 4, да. 4 кейса, но они очень болезненные для меня до сих пор, потому что я продолжаю уважать этих людей, любить их, знаешь. И для меня очень болезненно, я реально буду сожалеть на смертном одре, что я вот допустила это тогда, что я обидела людей, возможно, я неправильно, можно было это сделать по-другому, знаешь, есть такие вещи. Ну, эмоции вещь такая, их с ними совладать иногда очень сложно. Я тоже поражаюсь людям, которые могут в каких-то моментах держать себя в руках. Это, правда, очень сложно. Ну, а что касается поездки в Москву, мне такое сейчас впечатление в нашей беседе сложилось, что ты, правда, сожалеешь о том, что ты уехала, потому что могла бы там добиться каких-то результатов. И вот эти вот моменты, когда вот здесь и сейчас, таким образом ты просто ищешь себе отговорку. Не-не-не-не. Нет? Нет, я абсолютно счастлива, что у меня была возможность поработать в телекоме именно того масштаба, который устроила Швеция, да, и я абсолютно счастлива в том, что у нас был Dream Team очень долгое время. Я абсолютно счастлива с тем, что благодаря тому, что я приехала сюда, я встретила своего супруга, у нас дети, и у нас были классные моменты. Я счастлива, что сейчас я благодаря этому могу помогать здесь ребятам, да, помогать здесь таким же, как я, которые не просто остались, потому что любят эту страну. Я обожаю мою республику, я обожаю Душанбе, я обожаю Худжанд, я обожаю Харок. Куляб обожаю и даже Курган-Сюбе обожаю, потому что везде люди, с которыми ты пережил огромную боль, с которыми у тебя общее прошлое и будущее, настоящее, и нужно что-то с этим делать. Если, пусть я скажу тривиальная вещь, пусть меня захейтят, но я скажу, если не ты, то кто? Да? Если мне даны были эти знания, я абсолютно верю, что я обязана этим делиться. Я обязана делиться знаниями. Правильная мысль. Очень даже правильная мысль. Женщине в Таджикистане сложно начать бизнес? Начать бизнес женщине. Конечно, есть определенные установки, книга предубеждения. Есть определенные предубеждения. Ты знаешь, банально, вот у меня сейчас так получилось, что у нас одни девочки. Как-то так случилось. Одни женщины, девушки в моей команде. И, например, нам нужно провести вентиляцию. И я не говорю, что это женский или мужской скилл, но взаимодействовать по некоторым вопросам в нашей стране проще, если ты мужчина. Некоторые вопросы решаются гораздо мягче, скажем, или вот, знаешь, так гладче, если ты мужчина, реально. Есть такие вещи. Не скажу, что это сложно или не сложно, но по мне одинаково сложно быть и мужчиной, и женщиной. У каждого из нас есть определенные вещи, с которыми нам приходится бороться. Но я ориентируюсь на кучу других женщин в Таджикистане. Я знаю их, уважаю. Диларом Куватова, Умеда, кафе Чатр, Зибо, Абрикосовый рай, Мунира Исамова, Гульнора Амиршова. Да я кучу, знаешь, такой вот составлю женщин, которые реально могут и делают. Да, есть сложности. Зарина, Печа-Куча. Что произошло с этим проектом, почему приостановился? Мой любимый проект, во-первых, приоритизация. Мы больше стали выделять времени на GoViral, ну и, во-вторых, пандемия. Просто собирать 100, 150, 200 человек, мне кажется, пока сейчас не время. Да. Но в планах есть его Конечно, возродить? Конечно. Если вдруг кто не знает, Печа-Куча — это такой формат презентации по 30 секунд, 30 слайдов про человека, про его личность, о его достижениях. Зарин, в одном из интервью ты как-то сказала о том, что не знаешь ответа на вопрос, кем ты себя видишь через 5 лет. С того момента прошло очень много времени. Что-то изменилось? Кем ты себя видишь через 5 лет? Через 5 лет я во главе компании, которая все еще консалтинг, при этом... Возможно, даже не твоя компания. Ты знаешь, как-то бизнес — это всегда деньги, инвестиции, они дают возможность взращивать компанию.
Если у меня прям иметь свой собственный бизнес, нет, я скорее за кооперацию. За кооперацию и да, как-то так. Ну что ж, мы ждем тебя через 5 лет здесь же, на этом месте, и ты похвалишься своими достижениями. Хорошо, Договорились? дай бог. Заря, у нас есть рубрика, называется она «Ни в коем случае». Чего ни в коем случае нельзя делать в работе по нескольким проектам? Нельзя пускать дела на самотек. В плане нельзя действовать, прежде чем ты не взвесишь все за и против, не взвесишь имеющиеся ресурсы, не выберешь самый лучший, оптимальный вариант. В работе нельзя надеяться только на себя. Это командная работа. Вот это тоже, мне кажется, большая ошибка. Ну или приведет к каким-то проблемам. Что нельзя? Нельзя идти без плана, без финансового плана. Вот. Нельзя. Вот Так, пока как ты не это делают нарисуешь. НПОшники. И бизнес, знаешь, тогда делает. Даже иногда и успешный бизнес, когда ты смотришь, и ты понимаешь, что человек не знает, а сколько он будет зарабатывать на следующий месяц. Ты спрашиваешь у директора, какие у тебя планы по продажам, какие планы по доходам, и он не знает этой цифры. Нельзя. Это, знаешь, как у Алисы, вот это вот чеширского кота она встретила и спрашивает дорогу. А чеширский кот спрашивает, а куда ты хочешь вообще идти? Она говорит, не знаю. Кто-то говорит, какая разница, какой дорогой идти? Вот то же самое, нельзя без финансового плана. Супер, спасибо большое, Зарин. Я тебе желаю успехов. Напоминаю всем нашим зрителям, что у меня в гостях была директор консалтингового агентства КПЛ Зарина Бабаева. Спасибо. Спасибо большое. Удачи. Удачи.